Эй, монах, которого ты послал найти твою жену, мертв. Ты слышишь? Когда мне было 9 лет, отец повез меня к меркитам выбирать невесту. Когда-то он украл у них мою мать, и они ему этого не забыли. Теперь отцу надо было заключить с меркитами мир, и он решил женить меня на меркитке. Я не мог отказаться. Здесь живет мой друг Дайсичен. Можно переночевать. Ага. Добро пожаловать, мой друг Ясугей. Рад тебя видеть. Твой сын вырос. Проходи. Как тебя звать? Тимуджин. Но я должен первым спрашивать. Сколько тебе лет? 9. Ты еще и младше меня. Намного. На целый год. Ты зачем приехал? Я к меркитам еду выбирать невесту. Мы решили здесь переночевать. Умные люди в наш род приезжают за невестами. До свидания, Тимуджин. Постой. Как тебя звать? Барте. Тимуджин. Ты должен выбрать меня. Молодец. Поборемся, Таргутай. Я сейчас пьяный. Ты меня победишь. Давай. Мало того, что дурной, ты еще и слабый. А комары здесь злые. Я хочу выбрать невесту здесь. Зачем тебе? Этот род слабый. Умные люди сюда за невестами едут. Мне с меркитами помириться надо. Я только попробую. Не выберешь, обидятся. Если род слабый, пускай обижаются. Запомни то, что я тебе сейчас скажу. Очень важно не ошибиться и правильно выбрать невесту. Лицо у нее должно быть плоское, как поверхность соленого озера.
а глаза узкие. В большие глаза злые духи ныряют, и она с ума сходит. Видит не то, что есть на самом деле. А самое главное, не забудь посмотреть на ее ноги. Чем крепче у женщины ноги, тем больше удовольствия получает мужчина. Понял? Будешь моей невестой. Я согласна. Я выбрал невесту. Дам тебе за нее соболью шубу. Твой сын сделал правильный выбор. Правильно или нет, во всяком случае, время сберег. Мы можем возвращаться домой. Ты прав. Это великая честь для моего рода. Они могут пожениться через 5 лет. Это косточка белой вороны. Если ее потереть, сбудется любое желание. Я вернусь через 5 лет. Почему ты не послушался? Ты упрямый, все сделал по-своему. Я увидел ее и сразу понял, это моя жена. Что я скажу теперь меркитам? Они нам этого не простят. Да ладно, будь что будет. Мы возвращались домой. Мой отец молчал. Наконец он сказал мне: ты поступил правильно. Мужчина должен сам выбирать себе жену. Я не знал, что тот день изменит мою жизнь навсегда. Да. Когда гром гремит, это значит, бог Тенгри гневается. Поэтому все монголы боятся грозы. Враги. Ну и что? Нельзя проливать кровь в стоянке. Примите молоко от моего хозяина. Спасибо. Садись. Спасибо. Исугей, пусть слуга выпьет первым. Посмотри, как они смотрят на нас.
Они наши враги. Но если я, хан Ясугей, начну нарушать обычаи, мир перевернется. Тебе плохо, Ясугей? Давай остановимся. Рот закрой, не тебе решать. Они отравили нашего хана. Ублюдок. Я оставляю тебя, сын. Теперь ты хан. Будь сильным. И проси нашего бога, хозяина голубого неба, великого Тенгри, помочь тебе. Забирай все. Не смейте трогать. Это скот вашего хана. Он защищал вас. Убирайтесь. Ты неблагодарное дерьмо. Почему ты не боишься, Таргутай? Хан Ясугей мертв. Мой сын теперь хан. Он отомстит тебе. Ты его смерти хочешь? Беги. Быстро. Поймай его. Беги. Какой бес в тебя вселился? Таргутай. Почему ты нарушаешь обычаи? Монголы не убивают детей. Будь ты проклят, Таргутай. И все ваши поганые могилы. Как говорил Ясугей, никогда не нарушай обычаи, даже если хочется. Когда подрастет, я его убью. Таргутай.
Скажи людям, что я не хочу быть ханом. Ты собака. Тебя уже все забыли. А почему ты хочешь убить меня? Чтобы спать спокойно. Я убью тебя. Я убью тебя первым. Ублюдок. Ты должен быть сильным. Ешь. Пей. Эти мухи пьют твою кровь. Тимуджин, твоя семья откочевала. Не беспокойся о них. Джамуха, брат, найди мою невесту. Скажи ей, чтобы она меня ждала. Он все еще мал. Корми его больше. Когда я вернусь, я хочу, чтобы он вырос. Великий Тенгри, хозяин голубого неба, я Тимуджин. Если ты меня слышишь, помоги мне. В ту зиму я не мог вернуться домой. Единственный, кто мне мог помочь, мой названный брат Джамуха. Идти до него было далеко, но у меня не было выбора. Я знал, что меня ищут, чтобы убить.
Я выжил, потому что наш бог Тенгри меня не оставил. Теперь я был готов встретиться со своими врагами. Но сначала я должен найти свою невесту Барте. А потом вернуть то, что принадлежало мне по праву. Я думал, ты мертв. Я жив. Ты знаешь, зачем я пришел. С тех пор, как ты ее выбрал, прошло много лет. Я не знаю, согласится ли Барте быть с тобой. Мой Тимуджин вернулся. Отец, я должна уехать с Тимуджином. Принеси соболью шубу. Быстрей. Почему ты не хочешь дотронуться до меня, Тимуджин? Боюсь задушить. Мой сын. Тимуджин. Ты мне нравишься. Ты крепкая, как я. Хорошая. Это мое приданное. О, это слишком дорого для меня. Это тебе. Брат, когда ты поставишь свою юрту? Завтра. Хорошо, что старший брат вернулся. И с такой красивой женой. Я тебя поймал, потому что я этого захотела. Я буду хорошей женой. Я знаю. Сиди здесь. Ойлун. Ойлун. Чилиду? Узнала мой голос? Женщина не забывает своего первого мужа. Эй, слезь.
Я хочу на тебя посмотреть. А зачем мне на тебя смотреть, старуха? Мне нужна твоя невестка. Убирайся. Пошел вон. Их здесь нет. Уходи. Заткнись. Касар, берегись. Где они? Говори. Я нашел их следы. Тимуджин, я так долго тебя ждала. Я много раз стерла эту косточку. У меня было только одно желание, чтобы ты вернулся. Я всегда хочу быть с тобой, Тимуджин. Я обещаю. Меркиты. Домой. Когда отец Тимуджина украл мою невесту, я поклялся отомстить. Теперь ты моя. Забирай ее. Мой сын. Брат. Что они сделали с тобой?
Здравствуй, Джамуха, брат мой. Рад, что ты жив, брат. Прими подарок, брат. Когда я узнал, что меркиты украли твою жену, у меня печень заболела. Я хочу поговорить с тобой. Из-за женщин монголы не воюют. Сейчас скажу Тайчару, он тебе 2 новых жен приведет. Мне нужна Барте. Тимуджин, ты кроме нее больше никого не пробовал, да? Думаешь, у нее одной ноги крепкие? У меня нет времени. Поздоровайся. Тайчар, меркиты обидели моего брата. Сколько воинов можешь собрать? У меня есть мой меч. И еще людей соберу. Мало, брат. Знаю, поэтому и пришел к тебе. Хорошо, помогу. В следующем году пойдем. Почему в следующем? Следующий год для войны лучше. Подождем. Только никому не говори, что из-за жены войну затеял. Это земли меркитов.
Ты кто такой? Я знала, что ты вернешься за мной. Барте, я не могу без тебя. Это мой сын. Вижу. Доволен, что вернул жену? Я бы побоялся с такой спать. А ты храбрый. Очень храбрый. Я хочу поблагодарить тебя, брат. Ты останешься со мной. Я привык быть сам хозяином. Ты не знаешь монголов. Пропадешь один. Сделаю тебя вторым после себя. Тимуджин, твои люди ждут. Я должен идти. Иди. Тимуджин, вот меч для тебя. Самый лучший. Джамухар взял себе большую часть добычи. Скажи, как разделить оставшееся. Я возьму 10-ю часть. Раздели остальное между воинами. И не забудь о семьях погибших. А меч возьми себе. Спасибо, Тимуджин. Эй! Тимуджин делится с нами добычей. Каждый получит долю. Посмотри на него. Он всю добычу раздал.
В следующий раз себе все возьмет. Чужое семя в юрту взял. Не говори плохо о брате. Какой он тебе брат? Я твой брат. В одном котле две бараньи башки не сваришь. Люди так говорят. Вставай. Мой брат ушел. Упрямый. Эй, хватит валяться. Даритай. Алтан. Даритай. Тайчар. Где Даритай? Где Алтан? Они должны быть там, где мои сапоги. Они ушли с Тимуджином. Что? Они ушли с Тимуджином. Брат, ты не попрощался со мной? Хотел, но ты крепко спал, брат. Мои люди ушли с тобой. Почему? Ты знаешь закон. Монголы могут поменять господина, если захотят. Даритай. Алтан. Почему вы от меня ушли? Тимуджин справедлив. Отдай наших коней. Ты мне дал коня, значит, это мой конь. Даритай, я твой господин. Захочу, выну твою гнилую печень. Попробуй. У моей печени теперь другой хозяин. Я не могу вернуть их к тебе, брат. Монгол волен выбирать.
Следи за конем. Я за ним вернусь. Даритай, наших лошадей угоняют. Люди Джамухи хотели угнать твой табун. Один из них убит. Одним вором меньше. Мы убили брата Джамухи, Тайчара. Кто убил? Я убил. Я его не узнал. Ты сохранил лошадей, но принес нам войну. Прости, господин. Отправь мою голову Джамухе. Он сторожил твой табун. Отдашь его, что люди скажут? Узнал о твоем горе, Джамуха. Хочу помочь отомстить. Хочу привязать голову Тимуджина к хвосту моего коня. Иди, привяжи. Без тебя не смогу. Боишься, Таргутай? Какой ты хан? Только два сильных монгола в степи. Я и мой брат Тимуджин. Понятно? Я всех своих всадников приведу. Отдашь Тимуджина? Джамуха идет по нашим следам.
На каждого нашего 10 их будет. Что будем делать? Я не брошу наши семьи. Если мы выживем, мы вернемся за ними. Другого выхода нет. Алтан, Даритай, вы мне свои семьи доверили. Джамуха не пощадит их. Вы готовы бросить их? Тебе решать, Тимуджин. Тимуджин, оставь нас. Спасайся сам. Делай, как всегда монголы делают. Все поймут. Я не пойму. Вперед в горы! Быстро! Чего ждешь, Джамуха? А куда торопиться, Таргутай? Уйдет Тимуджин, потом его не найдем. Плохо ты моего брата знаешь. Готовы? Готовы. Хасар, возьми воинов для охраны наших семей. Мы останемся с тобой, Тимуджин. Пора ехать. Береги себя и нашего сына. Останься живым, Тимуджин. Помни о нас. Видишь, какой у меня брат? Просто так его не возьмешь. Вперед!
хочу взять его живым. Я тоже. Ты обещал, он мой. Здесь все мое, Таргутай. И ты теперь мой. Молчишь. Пощады не просишь. Хочешь умереть, Тимуджин? Я не привык клянчить, брат. Проси пощады. Не могу. Прошу тебя. Прости, брат. Я не брат тебе. Я твой хан. А ты мой раб. Забирайте. Держись. Не могу. Я плохо сражался. Ты хорошо сражался, Тимуджин. Ты спас наши семьи. Теперь все монголы запомнят тебя, Тимуджин. Вставай. Иди подними. Мне конец.
Здравствуй, начальник. Остановись. Хочешь купить рабов? Сколько просишь? Одну связку тангутских денег. Этот 2. А этот 5. Слишком дорого. 3. Меньше не могу. Он убил моего лучшего стражника. Не покупай его. Не навлекай на нас беду. Какую беду может навлечь раб? У нас их 1000. Он воин. Он никогда не простит унижения. Отпусти его. О чем ты болтаешь, старик? Он раб, и он умрет рабом. Я вижу 1000 монгольских всадников, разоряющих твою землю. И смерть. Эй, монгол, ты хочешь разрушить наше царство? Я знаю, что с ним делать. Нам не платят уже полгода. Давай продадим этого зверя. Кто его купит? Эй, монгол, покажи свои зубы. Монгол, который хотел уничтожить Тангутское царство. Прости нас. Я знаю, монголы умирают в клетке. Я живой. Ты силен духом. Я пришел просить тебя. Когда наступит страшное время, не разрушай наш монастырь. Убей ночью стражника и дай мне ключи от клетки. Моя вера не позволяет мне убивать, а моя позволяет. В монастыре находятся священные книги. Они должны сохраниться. Я не умею читать. Пойди к купцам, которые торгуют с монголами. Пусть найдут род Тимуджина и передадут эту косточку Барте. Запомни, Барте.
Обещаю. 在蒙古草原啊， В монгольской степи всех подряд грабят. 我们这些商 Из 人 наших купцов только золотая серьга туда ходит. 他往那边走， Но он сам разбойник. 其实他也是个屠夫。 Да и кто знает, когда он появится. 他什么时候走，谁也不知道。什么时候回来，更是谁也 Никто тебе не поможет, старый монах. Джучи, Джучи, мы должны идти. Я знаю, как монахов хоронят. А ты чего тут ждешь? Караван. Это последний караван. Я не скоро вернусь. Возьми нас с собой. Дорога дальняя. Я вижу, у тебя нет денег. Как расплачиваться будешь? Ты знаешь как.
方当官了啊？还扣我们的。这些钱不够。 Мало. Бид тохиролцсон биш Мы үү? договорились. 这你也得给他 Он 点 хочет 钱， больше, 要不他会告 а 我。 то продаст меня. Дахиад зоос байхгүй. Нет больше денег. 看你不像 Ты 没 не 钱的女 похожа 人 на бедную женщину. Ой, Эй, стой! наашир. Я хочу поговорить. Амсандаа хүрдэггүй хүмүүс монголчууд Пошевелишься — убью. Чурок. Давай ключ. Как ее зовут? Монгон. Монген. Я твой отец, Монген. А прежний отец где? Түүний бүүд Не вспоминай его больше. Он ваш отец. Одоо явж байна. Идите спать.
Не бойся, он наш отец. Ты хочешь поиграть? Отец, а почему ты косу не заплетаешь? Монгол должен заплетать косу. Я сам по себе. Это мясо. Мясо. Наш язык самый красивый. Когда-нибудь все будут говорить по-монгольски. Смотри, как красиво звучит. Мясо. Джучи, сколько тебе лет? 10, отец. Тебе пора выбирать невесту. А как выбирать? Я научу тебя. Потому что найти женщину – это самое трудное. Я согласен. Я говорил тебе, он не страшный. Да, наш отец очень смешной. Я придумал имена сыновей, которых ты мне родишь. Ты, наверное, забыл, какие монголы. Помню, я сам монгол. Они еще хуже стали. Убивают, грабят. Детей не жалеют. Я знаю, что с монголами делать. Бери детей и езжай домой. Когда вернешься? Через год? Через 2? Долго не увижу тебя, Тимуджин. Великий Тенгри,
Хозяин голубого неба, дай мне силы исполнить то, что я задумал. Монголам нужны законы, которые свяжут их тугой петлей. Чтобы закончились грабежи и матери захотели рожать детей, кара у монголов будет одна – смерть. Кто поднимет меч на детей и женщин – смерть. Кто откажет путнику в еде и ночлеге – смерть. Тому, кто скупает краденое – смерть. Тому, кто предаст своего хана – смерть. Кто бросит оружие во время боя – смерть. Смерть и ему, и его 10 товарищам. Побежит десятка, смерть всей сотне и сотнику. 1000 побежит, смерть всем монголам. И монголы согласились с моими законами, а Джамуха нет. Армия Джамухи намного больше, но я знаю, как выиграть битву. Бог Тенгри, услышь мою молитву, а не моего врага. Хорошо стреляют воины моего брата. Пора наступать, Джамуха. Мой брат хитер, как волк. Пошли сначала первый отряд.
Вперед! Тимуджин, мы бросаем к твоим ногам тело нашего хана. Он хотел сбежать, но мы его убили. Кто это? Твой враг, Таргутай. Убить их? За что? Алтан, не убивайте нас. Вы нарушили закон. Вы предали своего хана. Мы не знали. Здравствуй, старик. Спасибо, что помнишь, хан Тимуджин. Дай ему табун лошадей и юрту рядом с моей. А этих всех принять в мое войско. Тимуджин, мы взяли его в плен. Тимуджин, теперь ты хан, а я перед тобой на коленях. Доволен? Я могу все забыть, брат. Поздно. Не хочу быть камнем в твоем сапоге.
Скажи мне, все монголы боятся грозы, а ты нет. Почему? Негде было от грозы прятаться. Вот и перестал бояться. Что со мной сделаешь, Тимуджин? А что бы ты сделал? Я бы убил, брат. Уходи. Врага отпускаешь. Брата отпускаю. Отец, когда за невестой поедем? Ты обещал. Раз обещал, значит поедем. Смотри, какую красивую я тебе мать выбрал. Это я тебя выбрала, Тимуджин. И правда. Я должен закончить то, что начал. Ты хорошая жена, Барте. Ты знаешь, я всегда буду возвращаться. Старик, скажи мне, что будет. Не бойся, я умею слушать. Ты и сам знаешь, что будет, великий хан.